Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над испанским «Реалом» в Мадриде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус и Кевин Де Брюйне. Де Брюйне забил 50-й гол за клуб во всех турнирах. Нападающий «Реала» Карим Бензема провел 100-й матч в Лиге чемпионов в составе «Реала», став 6-м игроком команды, достигшим данной отметки. На 86-й минуте с поля был удален защитник «Реала» Серхио Рамос. Для Рамоса это удаление стало 4-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он делит первое место со шведом Златаном Ибрагимовичем и голландцем Эдгаром Давидсом. У проигравших отличился Иско. Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере. Россияне Михаил Азаренко и Юлия Эйдейзен заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущимся мишеням среди смешанных команд на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве. В поединке за золотую награду российские спортсмены одержали победу над украинцами Игорем Казимой и Галиной Авраменко со счетом 6-4. Азаренко, который ранее на турнире выиграл серебряную медаль в личном первенстве, является чемпионом и бронзовым призером мирового первенства 2018 года. Также на его счету серебряная медаль чемпионата мира 2016 года. Эйдензен завоевала золото чемпионата мира 2014 года и бронзу мирового первенства в 2018. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Российская теннисистка является победительницей 36 турниров женской теннисной ассоциации. В одиночном разряде и еще 3 титула она завоевала в парном разряде. 5 раз выигрывала турнир серии «Большого шлема», 2 раза открытый чемпионат Франции и по 1 разу открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и открытый чемпионат США. Свою первую победу на турнире серии «Большого шлема» Шарапова одержала в 2004 году, сенсационно обыграв в 17-летнем возрасте 6-кратную чемпионку мейджоров американку Сирену Уильямс. Свой последний турнир в карьере Шарапова выиграла в китайском Тяньцзине в октябре 2017 года. А последний матч провела в январе 2020, где уступила в первом круге Австралия Open Доне Векич. Шарапова 5 раз поднималась на первую строчку рейтинга женской теннисной ассоциации, в общей сложности проведя 21 неделю на вершине рейтинга. С 2008 по 2015 год она провела за сборную России в Кубке Федерации 8 игр, в которых одержала 7 побед. На данный момент Мария Шарапова пока не объявила, чем хотела бы заниматься после завершения карьеры. Также о своем уходе из спорта объявили призеры Олимпийских игр в фигурном катании Наталья Забияка и Александр Энберт, выступавшие в паре с 2015 года. 30-летний Энберт и 25-летняя Забияка являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2019 году они стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионата мира. Также в активе спортсменов бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате России в 2018 году пара заняла 2-е место, и на 2 предыдущих национальных первенствах фигуристы завоевали бронзовые награды. Одна из причин такого решения – проблемы со здоровьем Александра Энберта. Из-за этого фигуристы в прошлом сезоне пропустили чемпионат Европы, а в нынешнем отказались от участия в серии Гран-при и в чемпионате России. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.